Какими были города Крымского ханства? Как на протяжении столетий менялся их облик и расширялись границы? Почему одни довольно быстро достигали расцвета и также быстро переживали эпоху своего заката, другие стабильно развивались, улучшая инфраструктуру? Третьи же приобретали особый статус, а четвертые превратились в города-призраки. Прежде чем дать ответ на эти вопросы, стоит обратить внимание на то, что их всех объединяло одно – они сыграли решающую роль в создании и развитии государства. Карасу-базар переводится как «рынок на Черной реке». Он считался четвертым по величине городом Крымского ханства. Историк-феоктист Хартакай характеризовал его как крупнейший ремесленный торговый центр, перехвативший инициативу угасающего Эскихорыма. Но было ли это на самом деле так? Сегодня трудно сказать, когда именно Карасу-базар стал городом. Некоторые историки относят его появление к XIII веку. Однако это спорный вопрос. Нет ни одного подтверждающего источника, указывающего на столь раннюю дату этого города. О Карасу-базаре не упоминает ни один арабский, ни генуэзский источник XIII-XIV веков. Можно допустить, что будущий город только к XV веку вырастет из небольшого поселения вблизи скалы Аккая, а произойдет это в ханский период. И если Эскихорым был продуктом ордынского времени, то Карасу-базар вырос уже в новое время и в другом государстве. Вероятно, как город он появился на рубеже XV-XVI веков, в период правления эпохи сильных ханов, таких как Мингли, Саадет и Сахиб-Гирай. Эти ханы были известны не только своими военными доблестями, но и заложили немало городов, как на полуострове, так и далеко за его пределами. Одним из них был и Карасу-базар. Сюда стали переселяться жители близлежащих селений, а вскоре он стал главным городом во владениях ширинских беев. Находясь в самом центре полуострова, город превратился в крупный, стратегически важный перевалочный пункт на пересечении все еще популярных караванных дорог, но уже из Кавказа, Малой Азии и Северного Причерноморья. Он раскинулся по берегам тогда еще полноводной реки Бююк-Карасу. Вероятно, он изначально был заложен как место сосредоточия ремесленных промыслов – кожевенного, ювелирного, кузнечного, производства медной посуды и торговли хлебом, виноградом, вином, оружием, одеждой и лошадьми. К концу XVI века Карасу-базар становится одним из крупнейших по количеству жителей городов полуострова. В лучшие времена его население превышало 100 тысяч человек. Ни в одном городе ханства не проживало и половины. Он был своего рода мегаполисом с довольно развитой инфраструктурой, а еще здесь были минимальные налоги и пошлины на торговлю. Это было одним из главных причин, почему сюда стремились переселяться.
Доходило до того, что сюда стали переселяться турецкие купцы, подданные Османской империи. Это не понравилось османскому султану, и он неоднократно настаивал, чтобы хан запретил селиться в ханстве его подданным, на что хан всякий раз отвечал, что пашам следует управлять помягче, не подвергая подданных дурному обращению. Тогда они сами возвратятся. Итальянский священник и миссионер Дартелли Досколи в XVII веке подтверждал, что под татарином живешь несравненно спокойнее и платишь меньше дани, чем под турком. Подтверждает это и османский путешественник Ивлия Челеби. Он писал, что этот город день ото дня застраивается и заселяется. Живут здесь в основном убежавшие от анатолийского гнета из Таката, Сиваса и Амасии. Они прибыли в крымскую страну, где встретили радушие и справедливость, поэтому этот город строится и украшается. Путешественник Ивлия Челеби сообщал, что в 1666 году в Карасу-базаре он насчитал 5500 двухэтажных домов, крытых черепицей с садами и виноградниками, и это только на его западной стороне. Тот же автор сообщал, что город продолжал интенсивно застраиваться и украшаться, а его гордостью были великолепные высокие дворцы по обе стороны реки. Но не только количество домов и красота дворцов впечатлила Челеби. Он видит в этом городе более 100 вращающихся водяных мельниц на реке Бююк-Карасу, 8 деревянных мостов, множество источников, подведенных к плодовым садам. На центральных улицах и в каждом квартале фонтаны чешме. Более десятка хамамов, бань, наиболее известных из них Бююк-хамам и Эрмини-хамам. 1140 лавок и 28 мечетей, 5 из которых соборные, 3 церкви и синагога. При мечетях работали мектебы, начальные школы, а в 5 медресе получали высшее образование сохты студенты, где им преподавали видные в те годы ученые. В одном из карасу-базарских медресе получил образование видный крымско-татарский историк и дипломат Абдуль-Гафар Карыми. Здесь же, в родовом особняке, ученый приступает к работе над своей книгой «Умдет аль-Ахбар». Этот исторический труд об истории Крымского ханства охватывал периоды с 1475 по 1743 годы. В распоряжении ученого были богатейшие библиотеки, и главное, здесь находилось знаменитое Карасу-базарское хранилище древних рукописей. Хаджи Абдуль-Гафар бен Аль-Хаджи Хасан Аль-Карыми родился в принадлежавшей его семье деревне Сефа-Канград около Карасу-базара. Точная дата рождения неизвестна, но есть предположение, что он появился на свет не позднее первой половины 90-х годов XVII века. Его семья относилась к одной из ветвей могущественного и влиятельного рода ширинских беев. Об этом неоднократно упоминал сам Карыми. После окончания медресе он начал свою карьеру в качестве секретаря при главе рода Ширин. Абдуль-Гафар был свидетелем многих исторических событий, в частности Прудской кампании 1711 года. Под перо его критики попал визирь Османской империи Балтаджи-паша. Далее он служит кадием, после возвращается в родной Карасу, где много работает. Карасу-базар оправдывал свое название. В городе было более 10 больших и малых ханов или постоялых дворов для купцов. Некоторые имели специализацию на определенных товарах, но лучшим из них и самым большим был Таш-хан, расположенный в центре города. Второе название у Таш-хана было хан Сефер-гази-ага. Заказчиком этой постройки был видный государственный деятель и меценат ханства Сефер-гази-ага, хан Ахасы или визирь при хане Ислам-Герае III и Мухаммеде Герае IV.
Имя выдающегося визиря было высечено на мраморной плите при входе в Карасу-Базарский постоялый двор. Здесь же указывается и год – 1065 по хиджре. Он соответствовал 1654-55 годам. Своими размерами и видом он был похож на крепость и при надобности ею служил. Периметр его каменных стен, по свидетельству Ивлия Челеби, составляло 400 больших шагов. Внутри красивого и мощного укрепления с бойницами, 2 железными воротами и 4 угловыми сторожевыми вышками, которые в опасные моменты могли быть превращены в оборонительные башни, было расположено на 2 этажах 120 комнат для приезжих, колодец с питьевой водой, склады и красивая мечеть без минарета. Прямоугольное здание Таш-хана с западной стороны имело массивную арку-въезд. Нижний этаж был глухой, но верхний имел бойницы. Внутри хана был обширный двор, по периметру которого располагались в 2 этажа сводчатые помещения. В нижнем располагались лавки и помещения для животных, верхние – для жилья. Увековечили себя постройками в городе представители рода Ширин. Рядом с Таш-ханом Сефергази на их средства строятся еще несколько постоялых дворов. В центральной части города 3 крупных базара – Шор-базар, Ад-базар и Мырза-базар, 2 здания кофеин с колоннами, а главное, благодаря ширинским беям, здесь появляется главная площадь города – Караул-Мейдан. Карасу-базар украшали дворцы знати, но главной жемчужиной был дворец ширинских беев. В середине XVIII века этот дворец был специально выстроен и преподнесен в дар за заслуги перед страной самим ханом Фетхом-Гираем, главе роду Эбубекиру Ширинскому. Другой хан, Менгли-Гирай II, финансировал строительство в Карасу-базаре 2 текие, специально для благочестивого шейха Мехмеда Фахри, и мечеть Хан-Джами с высокими минаретами, имеющими 2 ряда балкончиков в шарфе. Но несмотря на множество постоялых дворов, внутри которых происходили торговые сделки и специализированных рынков, сами городские кварталы делились по видам продаваемого в них товара. Видимо, здесь считали, что так удобнее было сделать выбор. Имелся в Карасу-базаре и особый квартал кофеин. Историки обращают внимание на еще одну важную особенность, отличающих Карасу-базар не только от других городов Востока и Запада, но и от остальных крымских городов. Здесь не было разделения в кварталах по вероисповеданию. Другими словами, мусульмане, крымские татары, которые здесь составляли подавляющее большинство, не вынуждали селиться отдельно иудеев или христиан. Здесь все были равны. Дома, лавки, ханы, мастерские – все были вперемешку. Благодаря сохранившимся ханским реестрам в 17-18 веках в Карасу-базаре насчитывалось от 32 до 42 городских кварталов. Соответственно, такое же количество должно было быть и квартальных мечетей или молельных домов. Карасу-базар получил славу не только как торговый центр, но и ремесленный, а способствовали этому в первую очередь жители степей, которые везли сюда продукты животноводства. Кожаные и шерстяные изделия карасу-базарских мастеров очень скоро покорили ханство. Здесь изготавливалась лучшая обувь, упряжи, войлок и многое другое. Еще одной особенностью города было отсутствие крепостной оборонительной стены. Это еще раз говорит о том, что город был заложен в период Крымского ханства и опасаться за его безопасность не было смысла.
Он находился под охраной личной гвардии ширинских беев. Однако ни личная гвардия, ни городское ополчение не спасли Карасу-Базар от разрушительного похода фельдмаршала Ласси в 1737 году. Летом 1737 года русская армия под началом фельдмаршала Ласси повторила свое вторжение. Форсировав Севаш, Ласси медленно продвинулся к одному из крупнейших городов Крымского ханства – цветущему культурному центру Карасу-Базару. 14 июля город без сопротивления был взят, а русская армия буквально обрушилась на мирных жителей. За один день город был разграблен и превращен в груду развалин. Людей грабили и убивали. Австрийский капитан Парадис, который находился в армии Ласси, свидетельствовал о том, что в начале военной кампании за русским войском тянулся огромный обоз пустых телег. В них складывали награбленное имущество те самые мародеры и поджигатели, которые позже войдут в историю как герои. Никто не оставался без добра, отобранного у вчерашних жертв мирного населения ханства. Только в северной степной части полуострова солдаты, согласно Манштейну, привели в лагерь 30 тысяч волов и свыше 100 тысяч баранов. После того, как русская армия спешным маршем покинула полуостров, крымский хан Фетгерай лично руководил кампанией по восстановлению всех пострадавших городов и населенных пунктов. За несколько лет восстановился Карасу-Базар, но здесь уже не было тех великолепных дворцов знати, знаменитой библиотеки Медресе. Чудом сохранились соборные мечети. Одна из них – наиболее старинная Шор-Джами, датированная 15 веком, и Таш-хан. Но даже в таком виде городом, его прекрасными садами и парками, относящимися еще ко временам хана Девлета-Герая II, восторгались путешественники. Карасу-Базар, особенно при взгляде на него с окрестных холмов, был прекрасен. Из темно-зеленого моря садов и парков, прорезанного стрелами ослепительно-белых минаретов, лишь кое-где виднелись беленькие стены глинобитных домиков с красными черепичными крышами. Зато, поднимаясь над кронами вековых орехов, мощно доминировали массивные объемы мечетей и многоэтажных купеческих постоялых дворов ханов. Они сохранили свой старинный облик 17-18 веков. Так писал о городе немецкий географ и путешественник Иоганн Георг Коль. Особо он выделял знаменитые Карасу-базарские ханы, постоялые дворы. Ханы располагались, как правило, на обширном участке, перед ними всегда имелся просторный двор с красивым фонтаном и бассейном посередине, где могли утолить жажду как люди, так и лошади приезжавших купцов. По периметру двор окружали жилые постройки, товарные склады и стойла. В последние годы существования Крымского ханства численность населения Карасу-Базара достигала 40 тысяч человек. Это сравнительно высокий показатель, так как в столице ханства Бахчисарае уже проживало 25 тысяч человек. С 1768 года Карасу-Базар являлся центром одного из 6 каймаканств, административно-территориальных округов, разделявших Крым. В состав Карасу-Базарского каймаканства входило 10 кадылыков, число деревень, в которых насчитывалось 342. Это было крупнейшее по территории количество деревень каймаканства. Карасу-Базар был не только крупнейшим торговым и культурным центром страны, он имел еще и политическую значимость. Именно здесь, вблизи города, на скале Ак-Кая, было традиционное место сбора всех беев,
где главы 4 наиболее влиятельных родов оглашали имя избранного ими нового хана из династии Гираев. И здесь же, в случае, если хан не оправдал их ожидания, они имели право заявить, что отказываются находиться в его подчинении. Карасу-Базар и после оккупации Крымского ханства привлекал своей красотой путешественников и любителей старины. В 1799 году о нем писал Павел Сумароков. Славился этот старинный город своими торговыми рядами для розничного товара, где спущенные навесы защищают от зноя, солнца и дождя. Мы переходили из одного поворота в другой. Сени деревянные занимают великое расстояние, и в них лавок, полагая с пекарнями, также и состоящими в ханах, считают до 1300. В харчевнях татары продавали хлеба. Опускали сверху печи, воткнутые на железных крючьях для жарения, кусок баранины и приготавливали для приходящих разные кушанья. Европейские путешественники восторгались множеством мечетей, изящными минаретами, широкими улицами, окаймленными двухэтажными с обязательно легкой галереей домами горожан, пышными садами и сравнивали город с восточной сказкой. Возможно, именно таким и был Карасу-Базар несколько веков назад.